Здравствуйте, наши маленькие друзья, а также их родители. В эфире программа «Бергаляп Ираник», программа для тех, кто учит татарский язык. А помогает нам учить его легко и весело наши команды, с которыми я вас с удовольствием познакомлю. Сегодня в нашей игре принимает участие семья Загидулиных: Алия и ее дочь Камиля. Салям-салям! И семья Дадажоновых: Саида и ее мама Эльза. Здравствуйте! Салям! Камиля очень активный ребенок, как говорят ее родители. Она почемучка, ей надо все знать. Она очень любит посещать театр, делает поделки из бисера, рисует и очень любит играть. Камиля, в будущем кем хочешь стать? Дизайнер платьев. Дизайнер боласың, ничен дизайнер? Ул матур күрмәкләрне ясый. Хамида киләчәктә Парижда үз коллекцияны да күрсәтерсең. Әйе. Алия, чем занимаетесь в свободное время? В общем, как любите проводить время с детьми? Буш вакытым бик аз булганга күрә, безнең менә ял көннәрендә без инде әлбәттә табигатькә чыгып паркларда үткәрергә яратабыз һәм кичке вакытларны менә рәсемнәр ясыйбыз Камиля белән, рәсемнәр номерлар буенча рәсемнәр ясыйбыз, менә шулай бисер белән, кул эшләре белән шөгыльләнәбез. Гомумән әйткәндә, бөтен гаилә белән үткәрергә тырышабыз. Менә бөтен кеше башы белән кирип китә җыештыруга, без менә ял итәбез. Әйдә, кем җыештыра? Өйдә башка көнне дә җыештырып була, анда бер үзең булганда да, иртә белән дә, кич белән дә, әни дә булыша. Менә ял көннәре бөтенебез бергә булганда, менә вакытның тәмен табып, бергәләшеп ял итәргә тырышабыз. Бик дөрес, һәр вакыт табигатькә чыгарга кирәк, һава торышы бик әйбәт. Урамда сезне күрергә бик шатбыз, алда уңышлар телибез. Еще одна наша героиня Саида. Она учится в архитектурной школе, и любимое занятие — рисовать и делать поделки. В будущем она хочет стать хирургом, а пока активно принимает участие в конкурсах. Саида, почему хочешь стать хирургом? Потому что он спасает людей, и я готовлюсь. А как ты готовишься к этой профессии? Книги читаю, изучаю органы человека. И знаешь все человеческие органы? Да. Это очень здорово. Эльза, а как вы видите будущее ребенка? Хирургом она, наверное, говорит, потому что я имею отношение к медицине, так как врач. Но вообще она ходит в архитектурную школу, и у нее способности к поделкам, к рисункам. Она очень хорошо, красиво рисует. Вот. Но поддержу ее любые начинания. Ну, пока еще поэтому неизвестно, да, кем она станет в итоге, дизайнером ландшафтным или хирургом. Но неважно, кем станет ребенок, главное, чтобы он был хорошим человеком, и Саида этому большое подтверждение. Мы очень рады вас видеть. Ну что, начнем нашу программу. Тема сегодняшней программы — насекомые бөҗәкләр. В эфире первый тур, который называется «Җавапта». По его правилам очень просты. Уважаемые команды, мы записали рассуждения детей, которые говорят о различных насекомых. Ваша задача — отгадать, о ком же идет речь, и правильно ответить на вопрос. Вопросы мы задаем поочередно. За каждый правильный ответ вы получаете 1 балл. Внимание, первый вопрос. Он живет около пруда. Они бывают мелкими, но очень маленькое, вот такое. Он всегда черный, он не любит играть, он не любит летать, как мухи и комары. У них очень большая семья. Если одна семья будет строить, тогда они будут это долго строить. Они ползают за мусором. Если какой-то мусор, они сразу приходят. Они ходят друг за другом и тащат себе тяжесть. А на салат им дают лепесточки. У них дома живет около 1 миллиона этих насекомых. Итак, Камиля, у кого же большой-большой дом, и они поднимают тяжести? 1 миллион жителей. Муравьи. Муравьи. Ну что ты так скромно отвечаешь? Это правильный ответ, 1 балл своей команде. Муравей по-татарски кырмыска. Ну что, Саида, ты готова? Продолжаем с тобой. Это такое маленькое насекомое, которое очень любит прыгать. Я знаю такую песенку про него. Он живет на траве. Они еще могут замаскироваться в зеленом. Прыгает далеко. Высоко, как зайчик, выше, чем зайчик или как
Там лягушка. Размерами они, ну, вот такие. Он прыгает, он зеленый. Так, Саида. Кузнечик. Это кузнечик, совершенно верно. 1 балл твоей команде. Кузнечик по-татарски щикертке. Алия, играем с вами. Следующий вопрос для вас. У него ноги большие, у него 6 ног. Он маленький иногда бывает. Бывают они большие и ядовитые. Они бывают ядовитыми и ядовитыми. Он живет в уголочках. Оно ловит мух себе. Оно не ест ничего, кроме пчел, таких мух. Я их боюсь. Итак, Алия, кто же бывает ядовитыми и ядовитыми? Их тоже боюсь. Это пауки. Это пауки, совершенно верно. 1 балл в вашей команде. Паук по-татарски урмякуш. Ну что ж, продолжаем со второй нашей командой. Смотрим и слушаем внимательно. Очень быстро летает и всегда жужжит. Когда ее кто-то хочет так прогонять, она ужаливает, потому что защищает себя. Как пчела. Но только она побольше, и она не пушистая. У нее большие крупные глаза. Еще она может ужалить, как пчела. Она бывает черный и желтый. Итак, Эльза, кто же любит жужжать и может ужалить, как пчела? Это, я думаю, оса? Это оса, совершенно верно. Оса по-татарски шепша, и 1 балл достается нашей команде. Ну что ж, на очереди 5-й вопрос. Девчонки, берите игрушки в руки. Внимательно слушаем условия и правила. Как только мы досмотрим видео, я задам вопрос. Кто первый нажмет, тот и будет первым отвечать. А если правильно ответит, то получит 1 балл. Фарибас, смотрим. Это похоже, что она кусает, но она не кусает, она добрая. Она большая. Она сама очень тонкая. У нее очень большие крылышки. Все 2 пары, но они одинакового размера и одинаковой длины. У нее есть маленькие крылья и большие крылья. В основном она летает у пруда. Итак, о чем же говорили наши дети? Кто первый? Бабочка. Бабочка. Это неправильный ответ. Стрекоза. Стрекоза. Вот это правильный ответ. 1 балл твоей команде. Стрекоза по-татарски эне хорагы. Со счетом 3-2 в пользу Камили и Алии мы переходим во второй тур. В эфире программа «Бергаляп Ираны», где мы вместе учим татарский язык. Давайте вспомним слова, которые мы сегодня выучили. Итак, Камиля, как будет по-татарски муравей? Кромыска. Хармаска, дрес. Саида, как будет по-татарски кузнечик? Щекретка. Умница. Камиля, как будет по-татарски паук? Урмякуш. Абсолютно верно. Саида, как будет по-татарски оса? Шипша. Молодец. И, Камиля, как будет по-татарски стрекоза? Эне корага. Совершенно верно. Сейчас наши команды на экране увидят всех насекомых, которые мы сегодня выучили в разбросанном порядке. Их задача запомнить их расположение. На это у вас будет 15 секунд. Как только время выйдет, я задам вам вопрос, в какой ячейке находится, например, муравей. Вы должны будете назвать номер этой ячейки. Итак, если вы готовы, 15 секунд, время пошло. Итак, время вышло. Саида, первый вопрос тебе. В какой ячейке находится оса, шепша? Первый. В первой ячейке, уверенно сказала Саида. Давайте открывать первую ячейку. Там действительно оса. 1 балл достается твоей команде. Камиля, играем с тобой. В какой ячейке находится муравей? Кармаска. В 9. В 9, уверена? Да. Точно. Да. Тогда открываем 9-ю ячейку. И там находится муравей. Абсолютно верно. Эльза, в какой ячейке находится кузнечик, щикертке? Второй. Вторую подсказывает Саида. Давайте открывать вторую ячейку. И там кузнечик, совершенно верно. 1 балл достается вам.
Алия, в какой ячейке находится паук, Урмякуш? Минем үрмәкүшләр ул 2 ячейкада иде, 4-нче һәм 6-нчыда иделәр. Так, бер санны әйдәгез сайлыйбыз. Әйдә 4-нче. 4-нче санны ачабыз, һәм анда чыннан да Урмякуш иң яраткан бөҗәк инде сезнеке бүген. Итак, на очереди 5-й вопрос, и по традиции мы играем его с нашими игрушками, с нашими помощниками. Как только я задам вопрос, кто первый нажмет, тот и будет отвечать. Готовы? В какой же ячейке находится стрекоза? Так, Саида, молодец, Первый. вновь была первой. В какой? Первый. В первой ячейке. Принимаю ответ, давайте проверять. Это неправильный ответ, там находится оса, шепше. Так, Камиля. 8. В 8-й ячейке, уверена? Да. Тогда открываем 8-ю ячейку, давайте проверять. И там находится стрекоза. Энекорага, абсолютно верно. После второго тура Камиля и Алия вновь впереди, но не знаем, изменит ли всю ситуацию 3-й тур нашей программы, к которому мы и переходим. В эфире программа «Бергаляп и Ряник», и прежде чем начать 3-й тур, давайте еще раз повторим слова, которые мы сегодня выучили. Муравей – хармаска, кузнечик – щикертке, паук – урмякущ, оса – шепше, стрекоза – энакорага. В 3-м туре прозвучит песня об одном из насекомых. И ваша задача узнать, о ком же исполнена данная песня. Как только мы ее услышим, я задаю вопрос, и только после этого мы нажимаем на наши игрушки. Кто первый нажмет, тот и будет отвечать. Ихтибар белән, внимание, слушаем. Ayaklarım süpürttü, ışılda kanatlarım, benim rahat yaklarım. Итак, какое же слово было пропущено? О ком песня? Кто первый? Кто первый нажмет? Камиля была первой, давай услышим твою версию. Энекорага. Энекорага, я принимаю этот ответ. И давайте узнаем, что бы ответила Саида. Саида, какой твой вариант? Şıkırtka. Щикертке. Я принимаю и этот вариант ответа. Давайте узнаем правильный ответ. Внимание на экран. Min şıkırtka şıkırtka, mine kuvapkam jite, susağımda jırına, min atancı su jite. Бушинанда, щикертке, адрес, жауап. 1 балл получает Саида. Аплодисменты. Ну что, пора подвести итоги нашей игры со счетом 6-5. В сегодняшней программе побеждает Камиля и Алия. Поздравляем! Нашим командам мы дарим памятные подарки. Я надеюсь, вы будете вспоминать нас с теплотой и улыбкой. Еще раз вас поздравляем. Надеемся на дальнейшую встречу. Ну а наша программа подходит к концу. Туган телем үзем өчен, башка телем көнем өчен диләр. Туган телегезне бер кашанда онытмагыз, дуслар. На сегодня все, мы с вами прощаемся. Киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз!